Как же выходить из этой ситуации? Неужели граждане Кыргызстана допустят разделение республики на юг и север? Это нельзя делать. Надо найти в себе силы и мужество. Разум главное. Разум. Народ требует, чтобы правда был. За 5 лет семья клан Бакиев издевался и все кыргызскому народу. Вы всегда захватили все финансовые, все средства. Депутаты все напуганы. Им же угрожают. Им телефонные звонки. Им, членам их семей. Многие просто попрятались. Сразу в нескольких областях Киргизии, а также в столице республики объявлено чрезвычайное положение. Страна охвачена массовыми протестными оппозицией в Бишкеке. Несанкционированный митинг на площади перед домом правительства. Сегодня вылился столкновение протестующих с милицией. Началась перестрелка, 17 человек погиб. К сожалению, к великому сожалению, подавляющее большинство чиновников думает только о себе. 7-ci qavatda o'tirgan odamlarni almashtirib qo'yib, negizgi masala emas. Biz buni jasay olamiz. Kurbanbek Bakıyev 2006-yılı parlamentте benim balam Maksim Talattu, anı koranmağanda ruhsat çıkarat. Halktan gitmen dedi. Я не мог напрямую выйти. При первой же моей встрече меня могли просто пристрелить, уничтожить, физическое устранение. Это же была их цель. Я почему вел скрытый образ жизни эти дни? Я боялся именно этого. Но не только за свою жизнь. Я боялся за жизнь тысяч людей. Потому что если бы им это удалось сделать, уничтожить меня физически, я бы не смог, никто уже не смог убежать. То население, которое сейчас на юге живет, это более половины республики. Численность населения. Кто их удержит? Какими силами они удержат? Это будет гражданская война. Это самая настоящая гражданская война. Кому это надо? Надо ли это? Если бы сегодня Курманбек Салиевич был в Беларуси, для нынешнего временного правительства это благо. Это благо. Грубо в свое время вождь говорил, ну, наверное, правильно. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблем. Нет там президента Кыргызстана. У них руки развязаны. Не допустите предательства своего президента. Народ совершит грубейшую ошибку, если он предаст своего президента. Только народ имеет право спросить с президента. Никакие банды, никакие группы, никакая оппозиция. Только народ. Если Бакиев пожелает прилететь и услышать меня сегодня к нам, хоть сегодня, хоть завтра, прятать мы его в Беларуси не будем. Он будет здесь у меня как гость, самый дорогой на сегодняшний день гость, президент, мой коллега, президент Кыргызстана. Бардығын териштирип, эгерде ошол эл аралык комиссия 7 апрелде болгон окуяда президенттин күнөөсү бар десе, мен кыргыз элим астында толук жоопкерчиликти тартканга даярмын. Каза болгон балдардын ата-энесине, үй бүлөлөрүнө чын жүрөгүмөн көңүл айтам. Мен ошо балдарды эч күнөөлөгүм жок. Себеп дегенде ак үйгө балдарды алып келип
курал менен басып алабыз деп биринчи окту менин кабинетим атылды. Эгерде каалаучулар болсо, ак үйгө барып, 7-нчи этажга чыгып, президенттин кабинетин көрсүн. Президенттин кабинетинин артында кол жууч эс алуу бөлмө бар. Ошо жакка өткөндө снайпердин огу болду. 2 ок атылды. Bizde deniz maksat, bu yedi olgotu, ansızın kotoru, buğa biraz konuya vakit geçiş mümkün. Biz erkinlik bilen hakikat, kurşulan demokrasiya kılıçlarına kurşulan. Anlamayacağım, üstümdü kılıp, alfarına bildiğin olsa neyiz. Вот они себя считают демократами. Демократы разве так поступают? Во-первых, препятствие по проведению мирного митинга, не какой-то. Тем более меня жители Аша просили приехать. Приедьте, говорят, мы хотим из ваших уст услышать, потому что телевидение в течение недели поливало грязью только власть и вас, президента. Я дал добро. Мы как в Джалабаде провели, вы же видели? Спокойно. Я в конце сказал, не вздумайте захватить эту обладминистрацию. Все это восприняли даже с чувством юмора. Все разошлись. То же самое хотели сделать сегодня в Аше. И что получилось? Привели группу молодчиков. Значит, если бы я еще там находился дольше, наверное, было бы серьезные какие-то столкновения. Поэтому я бросил и уехал. То есть это сегодняшняя власть, это бандитская власть. Она слов нет других. Камбартадағы иштин бардығы тоқтады. Еч ким жоқ азыр айерде. Ошондуктан мен кайрыла тилем. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көзүңөрдү ачкыла кичине. Элди да кыйнадыңар, канда төгүлдү. Жок деген эртең күнү ойлобойсуңар эми.